الله أكبر الله أكبر. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Амма ба'д, ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. На прошлом уроке прошли важность подготовки к Рамадану. То, что у Рамадана, если человек подготовленным войдет в этот месяц, проведет этот месяц, то он получит очень много польз. То, что пост в Рамазане — это не какое-то просто выполнение каких-то действий или же отстранение от каких-то вещей, а у него есть свои цели. Одни из этих целей — это аш-шукр, благодарение Аллаха субханаху ва тааля, и ат-таква, достижением человека состояния таква. И есть упражнения, назовем их упражнениями, для того, чтобы подготовиться. Как можно подготовиться к Рамадану? Как можно подготовиться к Рамазану? И первое упражнение — это тауба. Обновить тауба, покаяние. Не просто говоря: «О Аллах, прости нас», или «Астагфируллах». Это то, что мы должны делать каждый день. Аллах субханаху ва тааля говорит: «Ватубу иля Аллахи джами'ан айюхаль му'минун ла'аллякум туфлихун». И совершите тауба, вернитесь к Аллаху, о верующие. Все о верующие, ла'аллякум туфлихун, возможно, вы преуспеете. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, знаем, что в день делал более 70 раз, 80 раз, 100, более сотни раз истигфар, таубе. И когда он сидел в каком-то месте, было слышно, что он говорил: «Рабби гфирли ва туб алейя, иннака антат таввабур рахим». «О Господь мой, прости меня, ва туб алейя, прими мое покаяние, иннака антат таввабур рахим», поистине ты тавваб, тот, кто принимает покаяние, ар-рахим, милосердный. То есть, как мы сказали, хоть это то, что мы, естественно, должны делать. Но мы тут хотим сказать, какое тауба надо сделать перед Рамаданом. Тауба — это от своего образа жизни, который ты ведешь. То есть мы сейчас, живя, ведем какой-то образ жизни. И надо, прежде чем придет Рамазан, поменять вот этот образ жизни свой. И примеры приведем для этого. Тауба, покаяние за то время, которое мы теряем. Покаяние за то время, которое мы теряем. Ночь. Аллах субханаху ва тааля говорит: «Ваджа'альна лейля либаса», и сделали мы ночь покрывалом, который покрывает. «Ваджа'альна нахара ма'аша», и сделали день тем временем, в котором человек живет. И Аллах субхану тааля про ночь отдельно говорит: «Кяну калилам миналь лейли ма яхджаун, ва биль асхари хум ястагфирун». Они малую часть ночи только спали. «Ва биль асхар», а во время сахара, то есть когда начинается последняя треть ночи, хум ястагфирун, они делали истигфар. Покайся, если ты не соответствуешь этому качеству. «Валлазина ябитуна ли раббихим суджада ва кияма». Аллах Тааля, описывая своих рабов Рахмана, говорил: «Валлазина ябитуна», они проводят ночи ради своего Господа. В каком состоянии? Суджадан ва кияма, в сажда, стоя. То есть совершают намаз. Совершаем ли мы намаз? Или ждем Рамазана? По идее,
Аллах Субхану Тааля, описывая верующих такими качествами, как истигфар во время сахара, как ночным намазом, который совершается ночью. Это то время, которое человек должен проводить, верующий, оставаясь наедине с Аллахом, поклоняясь Ему. И это называется ночь мусульманина. Вот ночь мусульманина, она такое. Однако, к сожалению, мы часто упускаем это время. И вот покайтесь, давайте покаемся от вот этого упущенного времени. Не будем проводить их в каких-то играх, в каких-то беспечности. Не будем терять это времени. Некоторые говорят, вот Рамазан придет, Рамазан это месяц бессонницы. Нет. Мы видим, что Аллах Субханаху ва Тааля не связал ночной намаз именно с Рамазаном, а говорит в общем. Если некоторые спят ночью, то есть братья, которые совершают грехи в противоположность тому, что они должны совершать. Давайте не упускать свое свободное время. Иногда мы сидим и ничем не занимаемся. Однако, пребывая в молчании, лучше пребывать это время, использовать это время для поминания Аллаха Субханаху ва Тааля, для того, чтобы размышлять над Его знамениями, для того, чтобы размышлять над своими упущениями. Мы часто передвигаемся. Кто-то использует для этого трамваи, кто-то автобусы, кто-то самолеты, кто-то свои машины. Но часто вот каждый день, даже можно сказать, нам приходится с какого-то места в какое-то место передвигаться. И часто это время также упускается. Это время может упускаться, и человек может совершать какие-то грехи. В особенности, если он находится в автобусе или в трамвае, находится с другими женщинами вместе, смотрит, может, на них, задевает друг друга. Однако верующий использует это время, он не упускает это время, он использует это, поминая Аллаха Субханаху ва Тааля. Если ты такие времена не используешь для поминания, для получения знания, для того, чтобы получить какую-то пользу, то покайся перед Аллахом Субханаху ва Тааля. Обнови свою таубу, прежде чем придет Рамазан. Очень много способов для того, чтобы это использовать время. Можешь истигфар делать, можешь Аллах Субханаху ва Тааля поминать. Субханаллах, альхамдулилля, Аллах Акбар, ля иляха илля Аллах говорить. Слушать какие-то аудиокниги, слушать какие-то наставления, Коран. Используй то время, вот это свободное время, и получишь очень-очень много пользы. И не проведешь, и не будет упущено это время. Сон. Есть люди, которые спят более 10 часов. Их нельзя назвать, что у них есть какое-то великое стремление. Они могут оправдаться и говорить, что этот сон ради Аллаха, и что это записывается мне поклонением. Однако сон, который записывается поклонением, это тот сон, который нужен, чтобы тело было сильным. И если твой сон превышает этой нормы, то никак нельзя назвать, что это сон для поклонения. Тут мы не будем указывать, сколько кому спать, однако ты должен задуматься, нужно ли тебе этот сон в таком объеме, если ты из тех людей, которые спит столько, пребывает в сне большой
большое количество времени. Если ты из них, то покайся перед Аллахом Субханаху ва Тааля, так как Он наблюдает за тобой, и не обманывайся обманчивыми мыслями. Удели свое внимание на язык свой. Покайся за свой язык. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорил: «Аузу бика мин шарри лисани». В Тирмизи, в сборнике Тирмизи приходит пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорил: «О Аллах, я ищу защиты у Тебя от зла моего языка». «О Аллах, я ищу защиты у Тебя от зла моего языка». «Аузу бика мин шарри лисани». И также в хадисе Муаза ибн Джабаля, в длинном хадисе приводится то, что пророк, саллаллаху алейхи, он спросил посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, о деле, которое бы приблизило бы его к краю и отдалило бы его от огня. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, упомянул много вещей, и в конце этого хадиса сказал: «Не сообщить ли, хочешь, я тебе укажу на дело, которое объединит все, что я тебе сказал». Объединит все, что я тебе сказал. И Муаз ибн Джабаль сказал: «Да, скажи». И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, высунул свой язык, схватил его и сказал: «Придерживай вот это». Придерживай вот это. И Муаз ибн Джабаль удивился и сказал: «А мы разве будем спрошены за то, что говорим? Разве мы будем спрошены за то, что говорим?» Удивился Муаз ибн Джабаль, и пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: а разве люди не будут брошены лицом вниз в огонь только по причине плодов своих языков? Разве люди не будут брошены лицом в огонь только из-за плодов своих языков, из-за тех плодов, которые дали эти языки? Ложь, гайбат, распространение смуты, рия, пренебрежение кем-то, зина. Мы должны прибегать к Аллаху Субханаху ва Тааля от зла своих языков. То есть сделайте покаяние и сделайте покаяние языка и обратите свое внимание на свой язык, прежде чем придет Рамазан. Горе, который приносит телефон. Этот век, которым Аллах Субханаху ва Тааля дал человечеству такую полезную вещь, как связь, оно пришло с очень многими пользами, которые Аллах Субханаху ва Тааля, посредством которого мусульмане принесли себе пользу, посредством которого призывают к исламу. Однако у него есть и отрицательные стороны. Человек может носить несколько даже телефонов в кармане, однако надо задаться вопросом, насколько полезным он для нас является. Люди тратят огромное количество времени на чтение каких-то историй, на чтение новостей, на комментирование каких-то дел. Хоть и часто, когда человек комментирует, он не является понимающим этого события. Человек таким образом хочет обосноваться, показать себя, показать свое знание. То есть век такой вот начался, век комментариев, когда мы до того пристрастились к этому, что начали эти комментарии выводить в жизнь. И что бы ни сделал наш брат, мы начинаем давать его делам комментарии.
а он, наверное, так сделал, а он, наверное, у него было такое намерение, заходя в намерение другого человека. И иногда даже указываем ему, говоря: ты делаешь это, потому что это так ты думаешь. Откуда ты знаешь, как он думает, почему это он сделал? То есть человек часто не может разобраться в своем нияте. Вот мы часто совершаем поклонение, и часто вот бывает такое, что если человек по правде уделяет внимание своему нияту, он часто не может даже разобраться, ради Аллаха все-таки он сделал или нет. Часто вот бывают такие вещи, заходят в его ният, что портит его. А человек тебе указывает, что у тебя такой-то ният был. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Инна Аллаха карраха лякум салясан». Аллах Тааля ненавидит, не любит 3 вещи, которые исходят от вас. Киля ва каля. Было сказано и сказал. То есть, когда человек говорит: было сказано, сказал, тот так сказал, этот так сказал. Слова передает от одного другому человеку. Ва идаат аль-маль. Когда человек тратится на то, что ему в принципе и не нужно, что не несет ему какой-то пользы. Ва каthрату суаль, и много задавания вопросов. Опять же, вопросы, в которых нету пользы, а вопросы, которые несут в себе чисто для того, чтобы задаются, для того, чтобы поспорить, для того, чтобы утвердиться. И вот эти 3 вещи, которые Аллах Субханаху ва Тааля не любит для нас, собрались как раз в этом телефоне. Каждый передает: вот было так-то, сказали так-то, откомментировали так-то, и человек теряет время, участвуя в этом, теряет деньги, так как он платит за каждое свое сообщение, теряет имущество, покупая более дорогие телефоны, хотя в них ему нету нужды, и задает вопросы не для того, чтобы узнать истину, а для того, чтобы продвинуть свое мнение. Поэтому, если этот телефон тебе приносит больше вреда, чем пользы, то постарайся до Рамадана сделать так, чтобы этот телефон тебе приносил только пользы, или откажись от его услуг, от тех вещей, которые не приносят тебе пользы в этом телефоне. Рассказы, истории, обсуждение политики, обсуждение футбола, обсуждение всяких вот таких вещей, какой-то певицы бывает, певца, политика. В том, что зачастую человек не разбирается. Бывает, когда люди общаются, и ты среди них, попробуй помолчать какое-то время и послушать, что говорят люди. Когда сидят люди и общаются друг с другом. Попробуй помолчать и послушать, о чем вы все-таки разговариваете. О чем идет разговор? Есть ли в этом польза? В большинстве случаев будет разговор о всякие истории. Кто-то сны будет рассказывать, кто-то обсуждать то, в чем нет у него знаний, в том, что он не смыслит. И это все, это маджлис, этот разговор можно было бы ведь использовать в том направлении, которое любит Аллах и которым им доволен. Поэтому, если ты привык к таким вещам, к рассказам всяким,
к всяким историям, то покайся перед Аллахом Субханаху ва Тааля, прежде чем придет Рамазан. Так как придет Рамазан, и ты будешь продолжать пересказывать, рассказывать, и так Рамазан и уйдет, а ты потеряешь свое время. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Мин хуснил ислам иль-мар'и таркуху ма ля я'них». Из красот ислама, то есть когда ислам, человек качественно, ислам у человека качественен, правилен, то это приводит к тому, что он оставляет то, что его не касается. Он украшает посредством этого свой ислам. И люди очень много говорят. Когда человек общается с людьми, человек посредством этого получает не только пользы, но получает и свои минусы. Когда ты общаешься, ты получаешь очень много информации. Эта информация заходит в твою голову. И ты часто не можешь рассортировать эту информацию на хорошую и плохую, потому что ее очень много. И чем больше вы говорите, тем больше этой информации заходит. И вот эта информация очень часто будет влиять на тебя, на твой характер, на твое поведение. А еще люди, помимо этого, для того, чтобы информацию довести, приукрашивают ее, преувеличивают, ложь добавляют. Если ты из таких людей или общаешься с такими людьми, то покайся перед Аллахом Субханаху ва Тааля, прежде чем придет Рамазан. Мы очень много шутим. Часто в наших разговорах отсутствует адаб. А пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорил: «Лейсаль му'мину битта'ан». Верующий, он не тот, кто затрагивает своими словами честь другого. Он не должен, его слова не должны затрагивать честь другого человека. «Валяль ла'ан», и он не проклинающий. «Валяль фахиш», и нету мерзости в его словах. «Валяль бади», и в его словах есть адаб, и нету, то есть в его словах нету каких-то низких таких слов. Также пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ля туксиру дихак». Не преувеличивайте, не увеличивайте смех. То есть не очень много смейтесь. Не смейтесь много. «Фаина каthрата дихак тумитуль кальб». Поистине много смеха убивает сердце. У человека пропадает серьезность. Человек перестает быть серьезным. Человек перестает смотреть на вещи серьезно. И в нашем времени в особенности очень часто участилось это смешить людей, не просто смешить людей, а смешить людей ложью. Поэтому давайте очистим наши языки от излишней речи. Давайте научим нашим языкам адаб. Потому что есть адаб. Есть то, что верующий может говорить, а есть то, что верующий должен сторониться. Часто задаемся вопросом, а сколько мы прочитали Коран. Однако ответом бывает у нас: я желаю этого, иншаллах, я буду читать. Однако проблема, что нет времени для этого. Однако вопрос, куда же делось время? Куда же делось время? А время ушло на разговор с людьми. На излишний разговор с людьми. Излишнее общение с людьми. Разговариваем полчаса, час,
и более времени. Поэтому, прежде чем придет Рамадан, давайте посмотрим, с кем мы общаемся. Приносит ли нам разговор с этими людьми какую-то пользу? Добавляют ли они нам какое-то стремление? Изменяют ли они нас? И пускай наши связи с людьми будет то, чтобы, как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, то, что любим мы их ради Аллаха, и вот это должно быть тем, что связывало бы нас с этими людьми. Иногда мы очень часто заходим в честь других людей. И часто мы для того, чтобы достигнуть какой-то цели, приукрашиваем наши слова. Часто для достижения цели мы обманываем. Часто для достижения цели мы пренебрегаем правами других людей. Поэтому старайся говорить истину и держись подальше от лжи. Также должно покаяться наше сердце. Мы не должны пребывать в грезах. Грезы – это то, что убивает нас. Мы пребываем в грезах, однако не совершаем каких-либо дел. Наши мысли не упорядочены, наши мысли не связаны друг с другом. Бывает, что мы думаем о многих вещах, и часто это остается в мыслях. И мы не прилагаем усилия для достижения реальных целей. Поэтому, прежде чем придет Рамадан, давайте избавимся от грез, давайте избавимся от ненужных мыслей, от ненужных переживаний, покаемся Аллаху Субханаху ва Тааля. Также давайте очистим свое сердце от того, чтобы наше сердце уповало на кого-либо помимо Аллаха. Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Ваттахазу мин дуниллахи алихатан, лиякуну лахум изза». Они помимо Аллаха избрали себе божества, то есть начали поклоняться, уповать на других божеств, ложных, для того, чтобы приобрести величие. Однако, говорит, нет, так не будет. «Саякфуруна би'ибадатихим ва якуну алейхим дидда». И они будут против них. Они откажутся от поклонения, которое совершали по отношению к ним, и будут против них. Поэтому давайте свяжем наше сердце с Аллахом Субханаху ва Тааля. Давайте избавимся от слов «я сделаю», или «буду делать», или «вскоре сделаю». Хасан аль-Басри говорил: «Ляйсаль иману биттамани валя биттахалли». Иман – это не то, когда ты что-то желаешь просто. И не то, когда ты что-то приукрашенно видишь. Однако иман, говорит, или приукрашенно говоришь. А иман, говорит, это то, что укрепилось в сердце, и то, что укрепилось в сердце, подтвердили дела. Иман это не словами, то, что ты говоришь, надо так, будет так, или еще что-то, приукрашивая слова. Это, говорит, то, что укрепилось в сердце, и подтвердили слова. И, говорит, есть группа людей, которые обманули их надежды, желания их. Обманули желание прощения. То есть они слишком сильно
только думали, что Аллах Субханаху ва Тааля их простит, только об этом думали и вышли из этого мира, и нет у них благих дел. Без благих дел. И они говорили, мы уходим из этого мира с хорошими мыслями об Аллахе. Однако они были лжецами, потому что если бы они думали бы хорошо об Аллахе, то они бы также улучшили бы свои дела, занялись бы своими делами. Также покаяться надо от самодовольствия, от высокомерия, от самообмана. Потому что мы не знаем, каким делом закончится наша жизнь. А Аллах Субханаху ва Тааля будет судить по последнему делу, которое мы совершили, и с каким иманом мы ушли из этой жизни. Покаяться от лени. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, делал дуа, потому что если Аллах Субханаху ва Тааля это не даст, то человек только сам не сможет избавиться от этого. Он говорил: Аллахума инни аузбик миналь хамми валь хазан валь хузни. О Аллах, прибегаю тебя от хам. Что такое хам? Это боязнь будущего. Когда человек слишком переживает и боится этого, а оно еще не наступило. И при этом это приводит к тому, что он оставляет дела в настоящее время. Хузн – печаль за то, что было, за то, что прошло. Все оно прошло. От того, что ты печалишься и ходишь, не изменится оно. Прошлое не изменится. Надо идти дальше. Также пророк, саллаллаху алейхи вассалям, прибегал от слабости, лени, от скупости, трусости, от искривления в религии. Поэтому и нам надо прибегать к этому и работать над этим. Также надо покаяться от слабости убежденности. Смотрите. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: «Ман каля субхана Аллахи азим ва бихамдихи». Тот, кто говорит вот эти слова, то тому будет посажена пальма в раю. И многие из нас слышали этот хадис также? Слышали этот хадис? Однако, кто из нас каждый день произносит эти слова? Кто из нас произносит эти слова? Это от чего происходит? Это от слабости убежденности в этих словах. Ты слабо веришь в эти слова. То есть ты знаешь это, возможно, на уровне знаний это есть, но у тебя нет сильной уверенности в этих словах. Поэтому ты и не произносишь их. Поэтому и не произносим эти слова. И также другие обещания Аллаха Субханаху ва Тааля, когда Он обещает какие-то награды. Почему человек не стремится? Потому что его якин, убежденность в обещании Аллаха или в устрашении Аллаха очень слабая. Поэтому и мало произносится этих слов. Поскольку пророк, саллаллаху алейхи вассалям, за эти зикры, которые произносятся после намаза, которые произносятся в общем в течение дня, которые произносятся перед утренним намазом, после утреннего намаза, которые произносятся после аср намаза и канды намаза вечером, которые произносятся перед сном, сколько пророк, саллаллаху алейхи вассалям, обещал наград, сколько Аллах субхану тааля обещал наград. То, что тебе пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, будет посажена пальма в раю, это уже указание на то, что ты войдешь в рай. Разве будет сажаться пальма для того, кто не войдет в рай? Значит, убежденность в этих словах очень слабая. И прежде чем придет Рамадан, в котором пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ман кама Рамадана», тот, кто будет выстаивать Рамадан с иманом и ихтисабом, кто будет поститься в Рамадан с иманом и ихтисабом, то простятся ему грехи, то если вот эта убежденность не будет подправлена, если человек не сделает таубе, то
и в соответствии с убежденностью вот этим, который будет слабым, и дела будут соответствовать этой убежденности. Поэтому прежде чем придет Рамадан, укрепи свою убежденность в словах Аллаха и словах посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Многие люди желают убежать из религии посредством религии. И он ищет оправдание для себя, ищет разногласия ученых для того, чтобы выбрать наиболее легкое для себя. И каждый раз, когда вопрос какой-то встречается, у него есть всегда разногласия. То есть, когда говорится, почему именно он выбрал, указывается на то, что есть разногласия в этом вопросе. И мы часто видим, что этот человек выбирает именно то, что больше подходит его желаниям и соответствует его шахвату. Аллах Субхану Тааля про таких людей говорит: «Ваяхсабунна аннахум аля шей», и они думают, считают, что они находятся на каком-то положении перед Аллахом. «Аля иннахум хумуль кядибун», однако нет, они лжецы. «Истахвада алейхимуш шайтану фа ансахум зикраллах», оседлал их шайтан, захватил их шайтан, фа ансахум зикраллах, и заставил забыть их поминание Аллаха. То есть они оставили поминание Аллаха. «Уляйка хизбу шайтан», они являются партией шайтана. «Аля инна хизбу шайтанихум аль-хасирун», поистине партия шайтана, они те, которые придут в упадок. Поэтому бери знания, не ищи легкости, более легкого мнения, более мнения, которое тебе подходит. Также из упражнений, которые можно сделать перед Рамазаном, помимо таубе, это начни возвеличивать обряды Аллаха. Аллах Субханаху ва Тааля обучил нас обрядам, и эти обряды должны занимать какое-то положение в нашем сердце, как азан, как намаз, как пост. Это не должно быть просто какое-то выполнение каких-то действий, а по отношению к этому должно быть уважение. Аллах Субхану Тааля говорит: «Фалямма атау амма нуху анху, кульна лахум куну кирадатин хасиин». И когда же они возгордились, не пожелали оставить то, что мы им запретили, то, что им было запрещено, то, что им говорили проповедники, мы сказали: будьте же обезьянами. Будьте же обезьянами. То есть Аллах Субхану Тааля тут про иудеев, которых превратил в обезьян, говорит. Когда они возгордились, когда они не захотели проявить уважение к обрядам Аллах Субхану Тааля, уважение к знанию, уважение к знающим людям, уважение к намазу, уважение к посту, уважение к тому, что Аллах Субхану Тааля запретил. Совершая грех, у них не было того чувства, что они совершают грех. Совершение поклонения, у них не было того чувства, что они совершают то, что Аллах Субхану Тааля приказал, какое-то уважение к этому делу, возвеличивание вот этого. Когда Аллах Субхану Тааля говорит: «О те, которые уверовали, был предписан вам пост», то это приказ Аллаха Субхану Тааля. И это обряд, великий обряд. И этот обряд будет возвеличивать только богобоязненный. Поистине возвеличивает обряды, которые установил Аллах, только тот, в чем сердце есть богобоязненность. Исправь свое сердце, прежде чем придет Рамадан. Пускай Аллах будет самым любимым тебе, чем что-либо. Пускай любовь к Нему будет превыше другой любви. Пускай твое сердце будет связано с Ним одним. Пускай твое сердце не будет связано с теми причинами, которые ты делаешь. Сколько бы ты ни делал причин, если Аллах Субханаху ва Тааля не поможет тебе,
то ля хауля ва ля куввата илля биллях, нет у тебя ни силы, ни мощи, если не даст это Аллах. И если ты будешь свое сердце связывать с причинами, то Аллах Субхану Тааля говорит: «Я аюхаллазина аману», о те, которые уверовали, ответьте Аллаху и Его посланнику, когда Он взывает вас к тому, что оживит вас. И знайте то, что Аллах яхулю байналь мар'и ва кальбих, то, что Аллах, если вы не ответите, если вы свое сердце будете связывать с причинами, то Аллах Субхану Тааля сделает преграду между вашим сердцем и тем результатом, который вы хотите достичь. То есть не достигнете этого результата. Или же другой смысл, и даст, например, смерть или какую-то смуту, или какую-то беду, и вы не сможете достичь желаемого. Только потому, почему? Только потому, что вы свое сердце связали с причинами, а не с Аллахом. Да, причины это важно, но причины важны это только потому, что Аллах Субхану Тааля велел совершать их. А истинный результат только Аллаху Субхану Тааля. Если у тебя сердце связано не с Аллахом, а с причинами, то Аллах Субхану Тааля может сделать так, что Он сделает преграду между тем, что ты делаешь, и тобой. Между тем, что ты желаешь, какой результат ты хочешь достигнуть, и тобой. Также другой смысл это то, что человек потеряет связь с своим сердцем. Другой смысл этого аята. Человек потеряет связь с своим сердцем. Он не сможет его исправить, он не сможет его наставить. Он не будет принимать те наставления, которые ему говорятся. Он не будет остерегаться тех запретов, которые Аллах Субхану Тааля запрещает. Не будет принимать те приказы, не будет понимать их. Потому что он не ответил Аллаху и Его посланнику. Потому что его сердце было не связано не с Аллахом. Также последнее, вот сегодня возьмем, это изучайте секреты поклонения. У каждого поклонения есть цель, к которой он стремится. То есть каждое поклонение, оно для достижения какой-то цели. Например, намаз для того, чтобы больше поминать Аллаха. Именно намаз для чего? Для того, чтобы у тебя была все время связь с Аллахом. Пост, как мы прошли, для того, чтобы человек мог делать шукр, научился делать шукр, научился остерегаться гнева Аллаха. И каждого поклонения так есть. Чтобы у тебя поклонение не было чисто просто выполнение каких-то действий. И после того, как ты поймешь это, вот эти секреты, вот эти мудрости, тогда оно и будет у тебя, тогда ты и почувствуешь сладость этого. А если ты просто будешь совершать, вот так надо совершать, я совершаю, то никогда ты не почувствуешь сладости этого поклонения и не достигнешь целей, которые Аллах Субхану Тааля заключил в эти поклонения. Вот эти 3 причины, 3 упражнения перед Рамаданом. 3 упражнения перед Рамаданом. То есть первое это было обновить таубя, и указали, в каких местах можно его обновить. Очень много упомянули, да? Также упомянули возвеличивание, то есть надо возвеличивать те обряды, которые Аллах Субхану Тааля приказал, и также возвеличивать то, что Аллах Субхану Тааля запретил, то есть остерегаясь от этого. И третье – это исправлять свое сердце. И первое, и 2 из них, 2 причины взяли для исправления сердца, это чтобы наладить связь сердца с Аллахом, чтобы твое сердце было именно уповающим на Аллаха, ожидающим от Аллаха, связанным с Аллахом, а не с причинами. И второе – это изучение секретов поклонения, то, что ты сердцем желал достичь те мудрости, которые Аллах Субхану Тааля заложил в поклонениях, ради чего они были приказаны человеку. Субханак Аллахумма бихамдика, ашхаду ан ля иляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Иляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Иляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Иляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.
الله أكبر الله